Салям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события на 126-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего свободного цивилизованного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На ваши экраны режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг вы не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал, смотрите нас там и не забывайте ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. А таким образом все больше и больше людей смогут увидеть наши новости и программы, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Но этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Как известно, в испанской столице Мадриде проходит саммит НАТО, где выступил президент Украины Владимир Зеленский. И он в своем обращении к саммиту НАТО призвал государства Альянса помочь остановить террор России против мирных украинских городов и найти место для Украины в общем пространстве безопасности. В своем выступлении Зеленский отметил, что война, которая уже длится более 4 месяцев, не должна затянуться, поэтому Украине нужно предоставить больше оружия, в частности, больше современной артиллерии. Цитирую: «Война не должна затягиваться. Чтобы этого не было, чтобы мы сломали российское артиллерийское преимущество, нам нужно гораздо больше таких современных систем современной артиллерии». Конец цитаты. По словам президента, Украине также нужна современная противоракетная и противовоздушная оборона для защиты гражданских от российских ракетных атак и бомбардировок. Я напомню, что накануне начала саммита НАТО в Мадриде генсек НАТО Ян Столтенберг позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил, что вопрос военно-технической помощи Украине непосредственно будет обсуждаться на саммите НАТО. Эти и другие вопросы относительно международной поддержки Украине мы обсудим с Рамісом Юнусом, політологом-міжнародником, екс-головою апарату уряду, екс-керуючим справами парламенту Азербайджану з США. Рамис Бей, салям алейкум, хайрлах шамлар, витаю вас. Ва алейкум ассалам, мархаба, hürmetli Гульсум ханым, витаю вас, дякуем за запрошение. Спасибо вам большое, что согласились и присоединились к нашему эфиру. Ну что ж, начнем с саммита НАТО, который проходит сегодня в Мадриде. Я зачитала выше фрагмент, квинтэссенцию обращения президента Украины Владимира Зеленского. Чего Украине, на ваш взгляд, ожидать от этого саммита? К сожалению, начну со слова «к сожалению», потому что я во всем согласен с президентом Зеленским. И это же не первое обращение президента Зеленского ко всем таким саммитам, которые происходили за все эти 4 месяца. То есть саммиты на разном уровне, то есть это имеется в виду и G7, и НАТО, и Евросоюз, и всякие такие мероприятия, где присутствовали мировые лидеры коллективного Запада, главное это Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия, Италия, вот, которые присутствовали там и которые сегодня в основном решают все эти вопросы в этой войне. И все время президент Зеленский говорит об одном и том же. И, то есть поставки вооружения как для того, чтобы обороняться, так и в перспективе для того, чтобы наступать. Хотя в первую очередь сегодня он говорит именно для того, чтобы обороняться и ликвидировать российские возможности бомбардировать, то есть мирные города, не только возможности российской армии на поле сражений, но и то, что они делают вот регулярно вот в Кременчуке, и, то есть они же бомбят все города, и Полтавскую область, и сам Киев, и Сумскую область, Чернигов, то есть Одесса, все, что хотите, они для того это делают. И вот 4 месяца никак Запад, этот коллективный, никак не телится и никак не проявится в реальной плоскости, именно в тех масштабах, товарных масштабах, как говорят военные специалисты, того самого вооружения, которое необходимо сегодня Украине для ее защиты. И, к сожалению, я буквально и перед этим саммитом НАТО, и перед саммитом G7
Я написал такой текст после того, как Украину приняли, ну, политическое решение было принято о том, что Украине дали статус кандидата в Евросоюз. Я сказал, что и это статус кандидата в Евросоюз, точно так же, как все красивые слова, которые говорят на G7 и которые говорят вот на саммите НАТО, сегодня говорят, завтра будут продолжать это говорить, они не будут иметь никакого прикладного значения, пока на самом деле Запад реально не перейдет от слова к делу. Потому что от слова к делу это имеется в виду именно в количественном плане. Потому что, вот смотрите, простые примеры. Да, вот эти ракетные системы залпового огня, «Химарсы», да, которых уже все знают, даже любой обыватель знает название этого, да, МРЛС-270 или «Химарс». Ну и вот они знают, что сегодня у Германии их 40 штук, у Греции их 37 штук. И я уже не говорю про Соединенные Штаты и про все другие страны, да, они в достаточном количестве. Сегодня эти страны не ведут никаких военных действий на планете, и на них никто не нападает. И сегодня они якобы поддерживают. Создали Рамштайн. Мы все с надеждой смотрели на этот Рамштайн, координационный центр. Ну, разве они не могут сегодня оттуда поставить это? Почему сегодня немцы, Греция этим не занимаются и все остальные? Ну, хотя бы 150-200 уже могли бы обеспечить. И кроме этого, я уже не говорю о противовоздушной обороне. Вот эти патриоты, в конце концов, когда они будут поставлены? То есть, понимаете, оружие есть. Когда кто-то говорит о том, что оружие этого в необходимом количестве сейчас они должны производить, а зачем производить? Кто-нибудь сегодня на НАТО нападает? Нет. Но с другой стороны, посмотрите, какие делаются заявления на этих, вот на G7, то, что они вчера сказали, и вот то, что сегодня продолжают говорить. И Столтенберг, и все лидеры вот этих ведущих стран НАТО. Они говорят о том, что, смотрите, мы увеличим до 300 тысяч количество войск НАТО, то есть в разы, да, 40 тысяч до 300 тысяч. Мы увеличим их техническое оснащение и все остальное. То есть это все касается не территории НАТО. Прием Швеции и Финляндии. Это касается не территории НАТО. Это не касается не территории Украины, я имею в виду. Да? То есть и то, и другое вне Украины, вне того поля боя. То есть и конкретно это не отражается никак на поставках вооружений. То есть это два разных вопроса. То есть вот в этих вопросах они, посмотрите, как оперативно действуют, как у них полное единение, они полный подход. А вот как только доходит до Украины, хочешь там поставку вооружения, хочешь там санкции по нефти или газу, или по тому же золоту, посмотрите, да, 7 стран собрались, G7, 4 согласились, 3 выступают против. Говорят, статус террориста надо дать. Ну, и тоже и Макрон выступает, рубашку рвет на себе, и Шольц рубашку рвет на себе. А потом, как только их журналисты спрашивают, нет, мы не будем этого делать. А почему не будете делать? Потому что они, значит, оставляют какую-то лазейку на перспективу, чтобы торговать. Потому что если статус террориста, значит, нельзя с этой страной не иметь никаких отношений. Вот, кстати, я хотела спросить, как вы думаете, вот такая позиция, это исключительно какие-то коммерческие интересы этих стран, или же здесь есть какое-то более серьезное геополитическое объяснение, когда даже старая Европа не понимает, что делать с Украиной, которая выйдет победителем с этой войны? Вы знаете, будущее всех этих политических институтов, вот этого коллективного Запада и будущее всего того, что я сказал, включая вот и политическое решение к вашего кандидатства в Евросоюз, и НАТО, и ОБСЕ, и Евросоюз, сегодня решается на полях вашего сражения. И я не просто так написал в тексте слова, 500 лет назад сказал там французский писатель Мишель де Монтень, что трусость – это мать жестокости. Да? То есть сегодня вы меня спрашиваете, что это именно отсутствие политической воли. И то, что они 20 лет жили вот достаточно хорошо, 20 лет делали огромные деньги, и вы видите, какие деньги за эти 4 месяца, очень много что проявилось, но еще много чего не проявилось, еще мы об этом не знаем. Вот, посмотрите, да, в течение этой войны та же Швейцария закупила российского золота несколько тысяч тонн. Несколько тысяч тонн. Это же все деньги идут на Запад.
Я уже не говорю о том, что делала с 2014 года Франция и Германия, как поставляли в обход эмбарго. И поэтому, а то, что за эти 4 месяца войны Россия за этот нефть и газ получила порядка 100 миллиардов, а эта война в день обходится, говорят, 900 миллионов долларов, да, той же России. Ну вот умножьте эти 4 месяца и в день сколько расход. Получается, что оплачивает эту войну Запад своими деньгами. То есть Запад платит деньги, а эти ракеты на ваши головы. Вот и все. Да, поэтому, когда вы меня спрашиваете, почему они это делают, я лично со стороны старой Европы вижу именно этот подход. Именно объясняют отсутствием политической воли. К сожалению, и в Соединенных Штатах сегодня продолжается тенденция на то, что дистанцирование от этой проблемы, то есть вот они не занимались этой территорией, да, почти после развала Советского Союза, они ее делегировали вот старой Европе, да, лидерам старой Европы во главе с Германией, с Францией. И вот сейчас вы их просто заставили этим заниматься, потому что общественное мнение уже это требует, и здесь в Соединенных Штатах. И поэтому, когда от них сегодня зависит от этой помощи, ну, публичной плоскости, да, их будущее, я имею в виду, вот промежуточные выборы здесь в Конгрессе, будущее выборов президента через пару лет, все то, что мы видели на выборах Франции, Шольц хочет как-то тоже удержаться, и все остальное, то, что будет происходить в политическом поле вот этого коллективного Запада, говорит о том, что они, естественно, сегодня вынуждены нос держать по ветру касательно общественного мнения и реагируют, соответственно, в зависимости от того давления. Но они это не делают, в смысле, системно, с точки зрения того, что, вот как вы меня спрашиваете, да, они понимают, то есть какая задача поставлена. Ну, если задача поставлена такая, что на демонтаж путинского режима, подход должен быть другой. Если задача поставлена на то, чтобы победить Украине, подход должен быть другой. Если задача поставлена на то, чтобы не дать проиграть Украине, тогда да. Логика в их движениях есть. То есть они делают все, чтобы Россия не победила, Украина не проиграла. Украина не проиграла. И это затягивается. И таким образом они как будто бы загоняют эту проблему вглубь. И сами, с другой стороны, не дают повода для эскалации. И тем самым думают сегодня в первую очередь о своей территории, о территории НАТО. Вот. А они совершенно не думают о той территории, где сегодня происходит эта война, где люди за счет своих жизней, за счет своего героизма отстаивают вот все их интересы. Понимаете? Поэтому я, когда это все вижу, я, когда все это анализирую, я, конечно, в эфире вашего канала и всех украинских каналах стараюсь мотивировать как зрителей, но с другой стороны, знаете, я не хочу выдавать желаемое за действительное. Да, процесс идет в том направлении, в котором нужно, но он идет настолько медленно, потому что каждая медлительность в этом направлении это оборачивается жизнями украинских солдат, украинского мирного населения. Поэтому, если было бы этого оружия в достаточном количестве, например, за последние пару месяцев, ну и мы могли бы избежать многих жертв. Плюс, вы знаете, здесь очень важно отметить главный момент такой. Да, если на самом деле они хотели бы победы, именно реальной победы, то для того, чтобы уничтожить Крымский мост или же дать возможность захватить тот же Донецк, или же сделать какую-то такую победу, да, или помочь вам с освобождением того же Херсона. Но в первую очередь, вот одно из таких моментов, да, тот же Крымский мост, достаточно есть возможности у того же Запада, чтобы организовать это все. А когда это не делает, то, понимаете, это поломает морально хребет путинскому режиму, потому что у них не будет темы информационной вот этой пропаганды, и тогда в России внутри информационные, идеологические, вот все будет близко идти к этому социальному взрыву, и тогда разговоры пойдут и об этих 50 тысяч погибших, которых сегодня стараются не говорить на эту тему, и о многом другом. Поэтому, завершая ответ на ваш вопрос, я могу сказать, что, к сожалению, слова хорошие сказаны, системно, как будто все организовали, то есть вот Рамштайн организовали, встречаются, красивые слова говорят, а вот исполнение этого всего оставляет желать лучшего. То есть того, что мы видели, например, во время противостояния Советского Союза и США, мы сегодня не видим. Мы не видим ни Рейгана, ни Маргарет Тэтчер, все говорят. Вспомните Маргарет Тэтчер, я всегда это подчеркиваю, как она решила вопрос с Фолклендскими островами, с Аргентиной тогда.
Тогда все выступали против. Она взяла кулаком, ударила по столу и сказала: нет, будет так. Это интересы Англии, Великобритании. И она отправила туда армаду, решила этот вопрос далеко-далеко от берегов Великобритании. Кто-нибудь выступил против? Нет. После этого они вдвоем с Рейганом завершили вот этот самый развал того же Советского Союза, используя тот же Афганистан. Сегодня я вижу, они используют Украину так, как тот же Афганистан. Только подходы у них совершенно другие. Во-первых, Украина – это не Афганистан, как по населению, как по географическому своему положению. Плюс и ментальная Украина, политическая Украина совершенно другая. И пусть посмотреть, как Украина воюет. И они там растянули это на 10 лет, а здесь это же можно решить намного побыстрее, ежели будут на самом деле настоящие поставки. Вот просто вопрос в чем? Какая задача сегодня стоит перед ними? Какую задачу решает Байден, какую задачу решает Джонсон и какую задачу решают вот эти Франция, немцы и Италия. Да? Я знаю, что делает, например, новая Европа, да? Польша, Прибалтика, Румыния, даже Турция. Я прекрасно понимаю их возможности и все то, что они делают касательно Украины. У меня претензий, например, нет никаких ни к полякам, ни к Прибалтике, ни к Румынии, ни к Турции, ни к Азербайджану, моему родному. Да? То есть, потому что есть страны, которые не главные в решении этих вопросов, но по отношению к Украине они ведут себя достаточно порядочно. Потому что главное, все, что касается военно-технического снабжения, сегодня зависит от Соединенных Штатов, Великобритании и вот этих стран Старой Европы. А как вы думаете, эта политика коллективного Запада, назовем его таким, балансирование между не победой Украины, но и не победой России, да, нежеланием победить Россию полностью, предоставляя эту помощь Украине, зависит от возможного усиления Китая или нет, как говорят некоторые эксперты? Как вы думаете? Нет, вы знаете, тут это спекуляции вокруг Китая, они тоже целенаправленно вбрасываются в информационное поле. Китай наблюдает, Китай занимается своей политикой, и Китай при всех вариантах Китай остается в выигрыше. Потому что у всех сегодня нужда в том же Китае. Да? То есть и Соединенные Штаты, и Евросоюз – это главный рынок сбыта китайских товаров. Вот. Россия также надеется на помощь того же Китая. Ну, вот эти двое противостоят друг другу, Запад и Россия, да? И оба рассчитывают на помощь того же Китая. То есть Запад рассчитывает на то, что Китай не будет помогать России и будет на стороне хотя бы дистанцироваться. Россия рассчитывает на то, что Китай будет помогать. А у Китая конкретная проблема, как торговать с тем же Евросоюзом, использовать Россию дешевые энергоресурсы, то есть использовать ее сегодняшнее, нынешнее положение и на этом хорошо играть. И плюс перспектива Тайваня. То есть поэтому при всех вариантах Китай сегодня просто занял ту позицию, китайскую позицию, выгодную ей. И поэтому и отношение ко всей этой проблеме, включая саму Украину, у Китая будет китайское. То есть сидеть, ждать от этого Китая что-то такое, сегодня было бы верхом наивности для той же Украины. И Украина просто должна понимать, что кто за нее реально впишется. А реально за нее впишутся только те, которые на самом деле сегодня видят, которые исторически видели эту угрозу со стороны России, и которые сегодня на самом деле показывают это телодвижение. И я вот вижу, с учетом того, что вот это, в первую очередь, Великобритания, то, что Борис Джонсон сегодня демонстрирует, вот это, конечно, он не демонстрирует это на таком уровне, на котором это демонстрировал Черчилль во время Второй мировой войны, но во всяком случае, глядя на них всех, вот на эту старую Европу, можно сказать, что потому что позиция Великобритании после выхода из Брексита, из Евросоюза, да, после Брексита, говорит, и вот эти предложения, и заявления, которые делает Борис Джонсон касательно нового Евросоюза там, или нового НАТО между Великобританией, Польшей, странами Балтии, Украиной, той же Турцией, Грузией, то есть в перспективе, да, то есть когда он видит, это говорит о том, что идет конкуренция. Посмотрите, эти трое приехали к вам, немец, француз и итальянец. На другой день сразу же Борис Джонсон приехал. Это же не просто так, это конкуренция идет. То, что они имитируют сегодня вот такое единение, да, все понимают, что это единение просто чисто показное. Внутри у них огромные противоречия, и эти огромные противоречия базируются на политических интересах, геополитических интересах этих стран, исторически это так было, на конкретных экономических интересах, которые вот за 20 лет они завязали с той же Россией, и на перспективах того, что может их ожидать. Поэтому многие из них как раз-таки потому так себя и ведут. А есть те, которые на самом деле ведут себя
политически правильно, грамотно. Но просто у них просто вот ваша экзистенциональная война, она в некотором роде и их экзистенциональная война, в плане того, вот это я имею в виду страны Балтии, Польшу, Румынию, которые прошли через этот советский, так сказать, период правления, после, последние 100 лет, да, когда это все происходило, особенно после Второй мировой войны, когда они все стали под сапогом российской армии. И поэтому они на себе это прекрасно понимают, чем это может закончиться. Та же Литва, которая сегодня, вот посмотрите, сделала, делает все то, что как страна Евросоюза должна делать, подключается к санкциям, да? Она же не нарушает никаких законов, она делает все то, что требует международное право. И как, посмотрите, сегодня реагирует очень осторожно вот этот коллективный Запад. Точно так же, как 4 месяца тому назад. Я вот сижу, думаю, а если на самом деле вот Путин направит туда спецназ, или просто, там же маленький участок такой, или просто начнут бомбить, вот так, как они бомбят Украину, да, для того, чтобы показать серьезность своих намерений. Интересно, а как будет реагировать тогда НАТО в этой ситуации? Кстати, мой вопрос был следующий. Мы сегодня видим, как Российская Федерация напрямую угрожает Литве. Более того, она угрожает Эстонии, проводя там учения на границах, имитируя ракетные удары по Эстонии. Да и, в принципе, они уже в открытую угрожают Литве за то, что она якобы блокирует Калининград и так далее. Предположим, что Россия нападет на Литву. Литва страна, член НАТО. Заступится ли НАТО за Литву или они также будут реагировать? Вот это очень хороший вопрос, и для меня он хороший вопрос. Я вот сижу, если я был бы Путиным, я это проверил бы. Я это на всякий случай проверил, потому что, судя по тем заявлениям и потому, как они ведут себя, да, я не думаю, что они куда-то... Украине, наоборот, было бы выгодно, если Путин совершил бы такую ошибку. Тогда голосам Украины добавились бы голоса и Прибалтики, и Польши, то есть намного сильнее добавились бы. То есть тогда бы у них не было бы повода, да, до этого же они что говорят? Украина не член НАТО. Вот. А здесь же уже получается, что член НАТО. Реагируйте. Дело в том, что, понимаете, уважаемый Гюльсум Ханым, есть доктрина НАТО. Она никуда не отменилась. До 1991 года, когда существовал Советский Союз, Соединенные Штаты, противостояние, в этой доктрине было все указано на случай даже ядерной войны. Там четко было написано, как этому противостоять. Ничего не изменилось, Советский Союз просто развалился. Так НАТО же осталось, да. И доктрина это осталась. И все, ядерное оружие это не такое оружие, которое требует изменения. Это ядерное оружие, да, это страшное оружие, оно и сегодня такое оружие, оно и через 50 лет будет таким же страшным, да, если оно останется на планете. Поэтому сегодня противостоять этому ядерному оружию они наверняка планировали все годы советской власти, когда это существовало. Ничего же не изменилось. Просто единственное, что НАТО осталось, доктрина осталась, ядерное оружие осталось, но нет воли или понимания того, а что делать раньше. Потому что они все думают, а Россия разве Советский Союз? Да, Россия сегодня именно заявляет, что она правопреемник Советского Союза и хочет возврата к этим правилам. Да? То есть она же, сколько раз они заявляли о Ялте-2 и обо всем этом. И поэтому, или же включайте снова те правила игры и ваше поведение на том же уровне, и решайте, и ведите себя соответствующим образом. Тем более Путин все делает для этого, чтобы вас как-то на это подвигнуть. А вы этого не делаете. Вы дали на откуп сегодня бедную Украину и поставили под угрозу всю ее государственность, ее территорию. Украина проходит через гуманитарную катастрофу. Уже более 10 миллионов покинуло Украину. Когда они вернутся, неизвестно. И куда они вернутся? Россия же целенаправленно уничтожает эту инфраструктуру, а вы даже не поставляете в достаточном количестве противовоздушную оборону, не усиливаете и многое другое. Поэтому, понимаете, как будто бы это понимание должно быть. Например, в общественном сознании оно есть. То есть общественное мнение по всему миру, включая здесь США, как будто поддерживает. И более того, я знаю, что, например, промежуточные выборы, скорее всего, демократы должны будут проиграть. И проиграют они по той простой причине. Они недовольны сегодня, американцы, тем, как сегодня администрация Байдена поддерживает власть. Именно не на том уровне, как надо. Плюс администрация Байдена и лично Байден, они несут какую-то политическую ответственность за то, что вообще все это происходит с 2014 года касательно вас, а с 2008 года, когда уже Буш уходил и Барак Обама пришел, все эти же годы, 8 лет, они же были вдвоем, Обама и Байден у власти. И поэтому все, что касалось
и Грузии, и все, что касалось потом и Украины, это все на их совести. Я уже не говорю про Меркель, про французских президентов, Саркози, Олланда. В моем понимании, Меркель такая же преступница, как и Герхард Шредер. Просто Герхард Шредер открыто это делает. Цинично это делает, он это не скрывает. Да, он продался, и он говорит, законом не запрещено работать на Россию. Где-нибудь законом запрещено? Нет. Он идет, работает. Его избрали вот эти немцы на честных выборах. Меркель тоже выбрали честно. Меркель, в результате их действий, что произошло? Погибли люди. Погибли люди в Грузии, погибли люди в Украине. Это все кровь на их руках, потому что они это все политически организовали. Я уже не говорю, что в обход эмбарго они торговали с Россией. Невозможно торговать оружием на 270 миллионов евро, которые сделала Франция с Германией, да, в обход канцлера, в обход министра иностранных дел Штайнмайер тогда был, нынешний президент Германии, в обход начальника разведки или министра обороны. Значит, за это их как-нибудь пожурили, наказали, а они спокойно живут, понимаете? И они продолжают так же действовать и будут так же действовать. Вот это просто нам всем надо понимать. И мне импонирует главное здесь то, что вы, слава богу, вот за эти 4 месяца не то, что не сломались, вы стали еще сильнее. Я это вижу. То есть власть, народ и оппозиция вообще, и армия, вы все вместе сегодня, у вас эта консолидация, это очень важно. Вот ее сохраните, потому что как будто бы тенденция есть в этом направлении. То есть тенденция есть, потому что Россия, она тоже терпит большие неудачи. То есть, во-первых, она политически вам проиграла, она не захватила. А политически вы уже победили. Вам просто нужно сегодня победить военным путем. То есть, а военной победы у России нету. Но военной победы и у вас сегодня нету. И вот поэтому вот сегодня вот такая ситуация, да, немножко патовая. И поэтому и Россия будет сейчас готовиться к какому-нибудь третьему, какому-нибудь наступлению, отойдет, вот, подготовится, и вы будете это делать. Ну вот просто в этой ситуации как будут вести себя вот эти западные страны. Они боятся вашей победы, очень многие. Они боятся того, что та же Германия вас боится в перспективе, что вот мы же слышим уже, какие заявления идут порой о том, что куда оружие это исчезнет, как оно начнет. Ну, всякие дурацкие разговоры начинают. Да. Сегодня зачем на эту тему вообще разговаривать, да? Вот. Тем более, если вы собираетесь давать статус, если вы собираетесь план Маршалла вводить, если вы... значит, это все будет в таком поле, в котором и вы будете проверять, это все будет достаточно прозрачно, и у вас будет возможность на это реагировать. Здесь просто они прикрываются этими словами. Мне кажется, они просто боятся того, что обычно всегда любая страна, которая выходит из войны победителем, даже если она экономически, инфраструктурно разрушена, она потом мощно развивается. Тем более, когда есть мощная мотивация и поддержка, да, типа как вот план Маршалла будет. И вот они боятся, что те же немцы и те же французы, они боятся, что Украина может стать новой Германией. Они же не просто так, ту же Турцию в 2008 году не приняли туда. По какой мотивации? Потому что Турция на тот момент мощно стала развиваться. И они, вот я вам скажу, вот простой пример, да, я недавно об этом узнал, когда увидел своими глазами. Значит, посмотрите, самый огромный аэропорт сегодня в Европе – это аэропорт в Стамбуле. В Стамбуле, да. До этого был новый аэропорт, вот год назад его открыли. До этого был аэропорт во Франкфурте, да, и на втором месте, кажется, был Амстердам. Немцы выступали против строительства этого аэропорта. А знаете почему? Потому что это превращается в хаб конкуренции, да, огромная. И сегодня весь мир идет через этот аэропорт. Это достижение техники и многого другого. Да? Почему? Потому что это деньги, да? Это бизнес. Они не хотели бы, чтобы это шло. Поэтому и в 2008 году они не захотели ту же Турцию принимать в свои ряды. А представьте себе, других приняли. Да? Посмотрите, другие как будто приняли, что в той же Венгрии, в той же Болгарии все вопросы решены на достаточно высоком уровне, что Турция недостойна этого. Просто это используется вот точно так же, как и вам. То, что вам дали это кандидатство, сегодня пока, это просто политическое решение, обычная бумага. Если это на поле боя не будет обеспечена ваша победа, от этой бумаги не останется никакого следа. Понимаете? От этого решения. Точно так же, как от многих других решений, которые были приняты в 2008 году. Вспомните, да? Какие красивые слова говорили в 2008 году. И где, сколько лет прошло, и где находитесь сегодня Грузия, вы и та же Молдова. Да? Грузия вообще. Где находится тот самый Саакашвили, которому они все это обещали, и который все это делал намного больше, чем кто-нибудь на постсоветском пространстве, включая ту же Украину. Он сидит в тюрьме.
Он сидит в тюрьме только за то, что он проталкивал Украину в евроинтеграцию, я говорю, Грузию в евроинтеграцию и в НАТО. А сегодня он сидит в тюрьме, там сидит пророссийское правительство, никто не думает о его судьбе. И Грузию даже, вот видите, даже политического решения не дали хотя бы такого же на том уровне, как дали Украине и Молдове. Это о чем-то же должно говорить. Это же какие-то тезисы, это какие-то сигналы. И люди же, которые живут в той же Грузии, на постсоветском пространстве, задаются вопросом. Я, живущий в Америке, 30 лет отдавший жизнь на защиту демократических ценностей, прав человека, территориальной целостности. И что? Что я вижу? Что на постсоветском пространстве сегодня эти разговоры о борьбе демократии с автократией – это пустой звук. Это пустой звук. Если это борьба демократии с автократиями, тогда как может демократия 20 лет торговать с автократией на том уровне, как мы видели, вот с Россией, да? Как они могут в обход эмбарго поставлять туда оружие? Вот где демократия, где права человека, где суверенитет, территориальная целостность? Вот эти все вопросы я также сам себе задаю. И поэтому, когда продолжает на эту тему спекулировать кто-то, да, получающие гранты, или те, кто сегодня представляют эти страны, ты же видишь это лицемерие. Я вижу это лицемерие. А более того, как вот говорили, да, на Востоке, кто больше всего, от кого больше всего есть вероятность получить нож в спину? От того, у кого ты защищаешь Грузию. Вот вы и защищаете Грузию, и вы получаете регулярную нож в спину с 2014 года от тех, кого вы защищаете сегодня. И вот понимаете, вот в этом сложном таком мире, но есть страны, которые реально сегодня на вашей стороне. И поэтому чем жестче вы будете стоять, отстаивать вот свои интересы, вот чем жестче вы. Вот смотрите, да, хороший пример, наглядный пример. Вот вчера на саммите НАТО Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум. Да, из 9 фактически разблокировали вступление в НАТО. Я советую всем зрителям найти этот меморандум и почитать эти все 9 пунктов. Вот эти 9 пунктов Турция с первого дня поставила как условие. И сказала, если их не будут приняты, ни Швеция, ни Финляндия, мы заблокируем. Да, у них есть право вето на это. Посмотрите, Швеция и Финляндия. Какие были спекуляции и на украинских каналах со стороны либеральных российских оппозиционеров. Пьянковский, Каспаров, Юлия Латынина, гадости говорили про Турцию, антитурецкие. Говорили, Турцию выгонят из НАТО. А я им что говорил? Я сказал, значит, вы не понимаете, что такое Турция и значимость Турции для НАТО. За 70 лет Турция на втором месте идет после США по количеству солдат, которые принимали участие во всех мероприятиях НАТО. Турция в 1974 году, когда кипрский скандал был, помните, Греция ушла из НАТО, а Турция осталась там. Потом Греция через 8 лет снова вернулась туда. То есть значимость Турции для НАТО огромная. И НАТО не могло рисковать этими. И поэтому убедили Швецию и Финляндию принять эти условия. Я к чему это веду? Как пример, да? Как пример тех, вот, кто выдает желаемое за действительное, вот не любят Турцию и ломают, хотят столкнуть Турцию с той же Украиной, да? А Турция первая страна НАТО, которая поставила оружие Украине после 2014 года. Первая. Ни США, ни Франция, ни Великая, никто. Потом они все стали тихо-тихо вот после этой войны двигаться в том же направлении. Эти вещи надо понимать. Я к чему веду? И вот Турция с такой вот жесткой позицией заставляет собой считаться. Украина за эти 4 месяца своей жесткой позицией заставляет их считаться собой. Украина сегодня не ведет себя так, как она вела себя в 2014-2015 году. И это прекрасно. Просто у вас тогда не было такой возможности, как сегодня. У вас не было и армии, и вот политические, и общество ваше не было на том уровне. И плюс у вас только коллаборационистов было. Посмотрите, да, за эту войну, за 4 месяца, вы только сейчас вы их увидели огромное количество. У вас и партии, у вас и депутаты, у вас и информационное пространство полностью было ими заселено. Слава Богу, сейчас тихо-тихо вы видите это все и отчаетесь от этого. И вы уже другая страна. И вот жестче будете стоять, тогда и жестче, и тогда вот и Америка, и Франция, и Германия, и Италия, и Великая, и все на этом коллективном Западе, они вынуждены будут с вами считаться. Они будут видеть, что мы приезжаем, они не согласны ни на какой Минск-3, они не согласны даже на 23 февраля. А как они могут согласиться, когда, извиняюсь, у них вся страна в разрухе, у них десятки тысяч погибших солдат и мирных граждан. В одном Мариуполе только 20 тысяч, говорят, погибло. А даже уже Буча, Ирпень и все остальное. Как Украина может на это соглашаться? Поэтому вы должны просто жестко стоять. А чем жестче вы будете стоять, как они говорят, да, мы не можем без мнения Украины навязывать ей как. То есть на словах они это говорят, а публично. А втихаря приходят, вас начинают уговаривать.
давайте сделаем паузу, давайте что-то сделаем. Любая пауза – это на руку России, потому что Россия это использовала в 2008 году против Грузии, 6 лет подождала, набрала сил и пошла на вас. Потом в 2014 году 8 лет подождала, набрала сил, пошла снова на вас. Ну, сейчас снова они хотят сделать все возможное, чтобы снова пойти на вас через несколько лет. Рамис Бей, да, действительно. Это дважды два. Ну, помимо всего этого прочего, мы видим какую-никакую военно-техническую помощь Украине со стороны наших западных партнеров. И рядом с этим мы видим введение санкций в отношении Российской Федерации. Это беспрецедентное количество санкций. Россия лидирует сейчас в мире по количеству санкций. Вот вы упомянули Турецкую республику. Действительно, мы безмерно благодарны Турции за то, что она поддерживает территориальную целостность Украины и в каждом удобном случае это артикулирует. В военно-техническом плане помогает Украине, но, тем не менее, Турция также открыто и говорит, наверное, вы недавно слышали заявление помощника Эрдогана Ибрагима Калына, который сказал, что мы не будем присоединяться к санкциям Запада в отношении России, так как мы не хотим вредить своей экономике. Разве это не политика двойных стандартов? Нет, это не политика двойных стандартов. Это политика страны, которая сегодня оказалась по просьбе Соединенных Штатов, по просьбе того же коллективного Запада, по просьбе России, по просьбе Украины, подчеркиваю, по просьбе Украины, той самой единственной дипломатической площадкой, которая рано или поздно будет нужна всему человечеству, всем этим странам. Более того, она уже работает. Она работала в решении проблемы Азовстали. Она работает сегодня при решении вопросов с этим зерном. И, как вы видите, движение идет в этом направлении. И она будет работать во всех других вопросах. Разве это не важные вопросы? Они важные вопросы. Что касается всего остального, вы же подчеркнули. Все, что касается Турции в Рамштайне, военно-технически она поддерживает, политически она поддерживает. Что касается неприсоединения к санкциям, если бы кто-нибудь сейчас сел бы за калькулятор и посчитал бы количество денег, которое идет с Европы в сторону России в банке, и количество денег, которое идет, допустим, через Южный Кавказ и через ту же Турцию, да, и вы увидите разницу. Поэтому, когда кто-то спекулирует на эту тему, сначала посмотрите, какие цифры. И тогда вы начнете. Это не 100 миллиардов за газ и нефть, которые получает сегодня Россия с той же Европы за 4 месяца войны. И это не все остальное, которое точно так же еще продолжает работать между Европой и той же Россией. Поэтому это просто спекуляции, это специально вбрасывается для того, чтобы вот как вот сбросили, например, сказали с зерном, там кто-то в Турции это сделал. Да, ну, кстати, вот это я и хотела спросить. Украденное украинское зерно Россия вывозит на территорию Турции, но я так понимаю, что там они применяют определенные схемы, отключают радары, перевозят на территорию России, оттуда перегружают другие суда и оттуда уже перевозят в Турецкую республику, насколько мы поняли. Я имею в виду непроверенные информацию нельзя выбрасывать. Даже когда это дают послу, например, Украины в Турции, посол же, он может тоже, это и Байден может, президент США, непроверенную информацию озвучить. Сколько раз мы такие ляпы видели. Да, когда лидерам иногда дезинформацию специально дают для того, чтобы бросить это в информационное поле. Что касается, слава богу, сейчас как будто бы и турецкое правительство занимается этим очень серьезно для того, чтобы эти расследования вести. Плюс Великобритания как будто бы начала, есть метод через проверку ДНК, также вот этих зерновых, то есть можно проверить происхождение, узнать, чье это зерно, откуда. Поэтому я не думаю, что турецкое правительство делает заявления такие политические, военно-технические, с 2014 года, я уже не говорю 2008 год касательно той же Грузии, и нет ни одного такого факта, который подтвердило бы, что Турция сделала или может делать что-то просто антиукраинское. Это невозможно априори, знаете почему? Потому что вот вы прекрасно понимаете, здесь есть тоже экзистенциональный вопрос для той же Турции. Для крымские татары. Вот да. Я выступаю сейчас на украинском крымско-татарском канале. 3,5 миллиона крымских татар живет в Турции. И сегодня все они, это ваш кредит, это ваше лобби в той же Турции. И поэтому Турция исторически выступала против того присоединения к той же России. И поэтому Турция еще ни разу не сделала никаких заявлений антиукраинских в этом вопросе. И она, естественно, поддерживает и территориальную целостность и суверенитет. Просто защита крымских татар для них – это так же, как защита
турок-киприотов в Греции, так же, как защита азербайджанцев в Нагорном Карабахе, так же, как, может быть, защита тех же узбеков, казахов, туркменов, или то вот как в Сирии они защищают туркманов. Вы понимаете, вот это все для них именно в этом вопросе. Турция исторически не оставляла своих на полдороги. Поэтому для них Украина вот в этом вопросе тоже это база. Это очень важно. Плюс я уже не говорю про Черноморский. Все, что касается региона Черного моря и всего того, что касается вот этих проливов, которые были закрыты по просьбе того же президента Зеленского. То есть все, что надо, Турция делает. А это все спекуляции, которые специально вбрасываются в информационное поле. Это я точно знаю, это антитурецкие спекуляции. И заметьте, кто этими спекуляциями занимается. Российские оппозиционеры, которые вместо того, чтобы сегодня говорить о своей родине, которая напала на Украину, которая творит там зло, они нагло выходят в эфир украинских каналах и ведут себя так, как будто они ни в чем не виноваты. А не вы 20 лет выпестовывали Путина? А не вы приезжали сюда, в Америку, и в 2008 году уговаривали американцев работать с Дмитрием Медведевым, объясняя, что он будущий реформатор и так далее и тому подобное. Потому что вы получали хорошие гранты. И сегодня многие из вас сидите на Западе и продолжаете получать эти гранты, и именно из тех центров, которые не заинтересованы в усилении Турции как регионального лидера. И продолжаете антитурецкой пропагандой заниматься, будь то тема Сирии, будь то это курдский вопрос и многое другое. Это же надо понимать, это и есть геополитика. И поэтому Турция, когда ведет себя так жестко, заметьте, вчера все приняли. Почему они приняли? Потому что они понимают о том, что одно дело спекулировать на эту тему, а другое дело дразнить ту же Турцию в этом вопросе. Турция С-400 приняла, купила в пику Соединенным Штатам. И что сделали Соединенные Штаты? Ничего. Они вынуждены были с этим считаться. Они постарались там дестабилизировать что-то внутри. Я живу здесь, в Соединенных Штатах. Когда я говорю Соединенные Штаты, это не имеется в виду вся Америка. В Америке огромное количество политиков и политических сил, которые поддерживают ту же Турцию и работают, потому что исторически Турция член НАТО. Она была во времена Советского Союза глазами и ушами на базе Инджелик того же НАТО. Я уже не говорю, рядом был еще Израиль. И у них были все время дружеские отношения против Советского Союза. Просто Советский Союз развалился, и появились новые хозяева. И вот эти новые хозяева стали по-другому вести себя касательно Организации освобождения Палестины, касательно Курдской рабочей партии. И вот это все, опять же, возникают эти разговоры о создании курдского государства. Где? На границе с Турцией. Частично там Ирак, частично Сирия, и частично 20 миллионов и живет в Турции. А вы знаете, что Турция как решила этот курдский вопрос? Многие не знают, зрители. Было бы очень интересно. Уже внутри Турции порядка 20-25 миллионов курдов живет. Они имеют партию свою в парламенте. Они имеют свой канал на ТРТ Курд, на курдском языке. И все возможности демократического общества. То есть они уже не бегают с автоматами Калашникова, как это было 30-40 лет. За это время огромное количество их погибло. И погибло турецких солдат порядка 50 тысяч. Сегодня это все переведено в политическое поле. Просто проблема осталась сегодня за границей Турции. В районе Ирака, в районе Сирии. И главная проблема, Турция хочет блокировать границу. И она блокировала, там остался маленький кусочек. И вот вся борьба идет за это. Потому что там Мосул, там Эрбиль, там нефть, там газ. Об этих вещах надо говорить. А вот эти все спекуляции, которые вот вбрасываются, да, и антитурецкие особенно касательно отношений к Украине, да Турция намного порядочнее относится к Украине, чем Франция, Германия и Италия вместе взятые. Что, это трудно понять? Да, но чего не скажешь относительно других тюркских стран, которые, к сожалению, находятся под влиянием Российской Федерации, и те страны, которые также входят в Организацию коллективной безопасности, договора о коллективной безопасности, ОДКБ. Вот как вы думаете, смогут ли тюркские страны по завершению этой войны и победы Украины, в чем у меня нет абсолютно никаких сомнений, эмансипироваться от России? Очень хороший вопрос, Гюльсум Ханым, я вас за это благодарю. Дело в том, что на самом деле, вот заметьте, во внешней политике Турция сегодня вышла за территорию своей страны, да, и последние 10-15 лет. И вот президент Турции как раз-таки в Нью-Йорке, когда на открытии турецкого этого дома, так и сказал, да, мир сегодня не состоит из 5 постоянных членов Совета Безопасности. Да. И вот за последние 10-15 лет Турция уже и пришла в Южный Кавказ, она, вот видите, в Черноморском регионе очень активна, и она в Средней и Центральной Азии очень активна. Особенно вот Казахстан и Узбекистан. Да? Казахстан и Узбекистан, в моем понимании, это как Германия и Франция Средней и Центральной Азии.
И это ключевые такие страны. И посмотрите, там уровень турецкого влияния намного просто выше стал. Но там идет противостояние, там и Китай, и там та же Россия, да, как вы правильно отметили сегодня. И вот это историческое влияние Турции на эту территорию, влияние советского периода, Российской империи на эту территорию, и плюс Китай, который развивается, также экономически смотрит на это как на лакомый кусочек. И насколько я понимаю, вот те заявления, которые были 30 лет тому назад со стороны лидеров этих стран, и сегодня, во время, после Второй Карабахской войны и после агрессии России против Украины, вы же видите, тоже ОДКБ, который вы говорите, уже ведет себя совершенно не так, все прекрасно понимают. Все сегодня, они в выжидательной позиции, они не Турция. То, что может озвучить Турция, озвучивает Турция. Вот даже мой родной Азербайджан, да, который победил как будто в этой войне, но там еще осталось 5% под российским сапогом. Поэтому то, что не может озвучить Азербайджан, озвучивает Турция, потому что у нее политический вес совершенно другой. Но Азербайджан тоже уже озвучивает. Посмотрите, Азербайджан прикрыл все каналы Маргариты Симонян на территории Азербайджана. Вот это Спутник ТВ и все остальные, да? Это же произошло буквально в прошлом месяце. Как такое? А это могло быть 2 года назад, до Второй Карабахской? Да, сложно себе категорически нет. Угу. И еще много чего другого Азербайджан уже позволял себе в политическом поле высказываться. Точно так же, вот, посмотрите, Токаев там что-то сказал. Да, кстати, про Казахстан я хотела с вами поговорить. Удивительные заявления в последнее время звучат из уст президента Казахстана Токаева, чье имя, фамилию и отчество постоянно путает Путин. Он сказал, что они не признают никакие квазиобразования в виде так называемых ДНР и ЛНР. Мы уважаем санкции, мы не будем обходить санкции, сказал Токаев, и многое другое. Он понимает, что путинский режим все. Вы понимаете, здесь я уже отвечал на этот вопрос в эфире несколько раз. Могу повторить здесь у вас то же самое. Да, это было как взрыв бомбы, да, такой информационной бомбы. Токаев, который прошел в январе через помощь той же России для того, чтобы остаться у власти, и которого сегодня в казахском обществе политический рейтинг у него очень на низком уровне. И вдруг делает такие заявления. И где у Путина дома и такая пощечина, да, публичная? Более того, рядом сидит Маргарита Симонян, а в зале сидит ее муж, который позволял оскорбительные высказывания в отношении казахского народа. И вот в этой ситуации Токаев говорит такую фразу. Это 2 варианта здесь, да. Я не люблю конспирологию, но логично они напрашиваются. Первый вариант – это, скорее всего, Токаев получил отмашку из Китая, то есть из Пекина, для того, чтобы, то есть не бойся, мы стоим за тобой, потому что вы же помните, как буквально через 10 дней одним звонком из Пекина войска России были выведены из Казахстана. Это же не Украина и не Белоруссия. Это Китай сделал то, что не может сделать сегодня Соединенные Штаты и весь коллективный Запад. Это однозначно. Поэтому все понимают, что Китай стоит за Токаевым. Токаев, тем более, имеет прекрасные отношения с тем же Китаем. Он был там и послом, он китайский знает, и министром иностранных дел был. Он прошел все ступени. Это один из вопросов, один из подходов. Второй, это может быть вообще спектакль, который разыграли сам Путин с тем же Токаевым. Для того, чтобы сделать так, чтобы поднять рейтинг того же Токаева, который очень низко пал. Потому что очень странно выглядит, что Путин позволяет вот так оскорблять себя у себя дома. Просто в ближайшее время мы это увидим. Если будет какая-то дестабилизация в том же Казахстане, тогда это, конечно, Пекин. Если не будет никакой дестабилизации, а наоборот будут хорошие отношения между Россией и Казахстаном, и Путин за это его наказывать не будет, значит, это спектакль. Поживем, увидим. Но другое дело, в любом случае, я точно знаю, что сегодня Турция активна во всем этом тюркоязычном мире, а тюркоязычные страны сегодня с надеждой и с опаской смотрят на войну, которую развязала Россия против Украины, и в массе своей все эти страны, вся общественность этих стран однозначно ждет победы Украины. В чем, как вы сказали, и точно так же мы мало сомневаемся. Украина победит в этой войне однозначно. Аминь. И вот такой вопрос. Вы упомянули Беларусь. Сейчас мы видим, как Путин пытается, я так понимаю, дожать Александра Лукашенко, чтобы тот официально объявил уже вступление в войну на стороне России против Украины. Как вы думаете, какова вероятность того, что Александр Лукашенко пойдет на такой шанс? И есть ли у него, в принципе, автономность в вопросе принятия подобных решений? Возможно, у него уже шансов никаких не осталось. Нет, шансы у него не остались. Он, как уши на сковородке, уже за последние столько лет нахождения у власти, это не раз доказывал.
И он прекрасно понимает, что сегодня он не должен ввязываться. Но, с другой стороны, он не должен очень сильно и дразнить того же Путина. Поэтому он старается сохраниться где-то посередине. Политические заявления, там, всякие эти игры на границе, с муляжами, там, с передвижением, с военными учениями. Он это делать может. Но реально принимать участие – это просто самоубийство, потому что он не дурак и наверняка понимает, что армия может повернуться против него, и это конец его режима. То есть, потому что Путин это не сможет. Даже там 20-30 тысяч, тем более неподготовленные армии, это не та армия, которая имела боевой опыт. Украинцы, это, как говорил мой друг Агиль Рустамзаде, специалист, экстра-класса военный специалист, одна территориальная оборона может перемолоть всю эту украинскую армию. Поэтому, если об этом говорят военные специалисты, а наверняка и Лукашенко прекрасно понимает, чем это все может закончиться. Я думаю, он будет держаться до последнего. Он будет стараться играть и на два фронта. Иногда, может быть, на три фронта, чтобы тот же Запад не очень сильно на него в перспективе злился. Потому что он понимает, что он сегодня в тандеме с Путиным, и это идет пока по наклонной вниз. Просто не на такой большой скорости, как мы все хотим. Но это идет вниз. И поэтому он хотел бы соскочить с этого вагона и где-то, как вот в будущем Нюрнбергском процессе, не все же пошли на виселицу. Оказались те, которых помиловали или пожалели, или посадили в тюрьму. Поэтому, я так думаю, Лукашенко тоже думает о своей перспективе, о перспективе своих близких, которые дальше в Белоруссии также никуда уехать не смогут. У него же тоже есть дети, семьи, близкие люди. Поэтому я не думаю, даже это не его личное может быть решение. Он же все-таки должен реализовывать это решение вместе со своей командой, которая с ним столько лет вместе идет. Я имею в виду военно-политическое руководство, его разведку, его охрану. Так что, заметьте, Путину комфортнее, когда Лукашенко к нему приезжает, а не когда Путин к нему приезжает. Потому что, я думаю, Путин этого тоже побаивается. Потому что одно дело, Лукашенко придет на его территорию, а чем Путин будет покидать Москву или там территорию России в условиях того, когда он сегодня стал изгоем и когда он стал мишенью. Как вы думаете, что ждет Путина и путинский режим? Чего нам ожидать по завершению этой войны? Это очень сложный вопрос, на все воля Аллаха. Мы всех понимаем, что говорят, что человек болеет, он может закончить так же, как и Гитлер с анисным калием, хотя он не похож на такого человека. Он может просто внезапно скончаться, как говорят, у него есть болезнь. Но если оставить его физическое состояние в стороне, я не люблю на эту тему спекулировать, если чисто политически рассматривать эту ситуацию, то я думаю, что есть вариант логичный, правильный, хороший для нас всех, для всего мира. Есть немножко плохой вариант. Хороший вариант – это то, что он проиграет однозначно. Он проиграл политически, значит, он проиграет военно. И то, что проиграет военно, сегодня есть для этого все возможности. Просто мы должны убедиться, что Запад этого хочет. Если бы они хотели бы, эта война, это вот за 4 месяца это можно было бы давно решить. Вот стоит сегодня разбомбить Крымский мост, если задача такая будет поставлена. Все, морально хребет путинского режима поломали. Потому что это как сакральные моменты, понимаете, сакральный момент. И вот типа как вот с крейсером «Москва» это было, да? Это считать, что 10 крейсеров «Москва». Вспомните, какая была ситуация в России моментально, Конечно. какие разговоры. Поэтому, если Запад на это пойдет, значит, пойдет уже и демонтаж путинского режима. А демонтаж путинского режима – это ситуация 91-го года. Вы молодая, я жил в то время, поэтому все, кто жил в то время, они понимают. И Россия также пройдет через это. Потому что при всех вариантах демонтаж политического строя, это ситуация для всех стран одна и та же. Во всем мире так это и было. И касательно Советского Союза и нынешней России также это и будет. Единственное, что всех волнует состояние ядерного оружия. Вспомните, и в 91 году после развала Советского Союза эта тема также была решена. Поэтому и эта тема будет решена. Это хороший вариант, который тоже реальный и который просто нуждается только в политической воле. Политической воли, достаточно политической воли только двух лидеров. Здесь, в Вашингтоне и в Лондоне. Этого достаточно.
именно эти два лидера развалили Советский Союз тогда. А сегодня есть еще Евросоюз. И в НАТО появились новые такие лидеры, как новая Европа, да, та же Польша, страны Балтии, вот, которые готовы, да, рубашку рвать и идти вперед. Поэтому, естественно, нужна только политическая воля. Худший вариант – это этого не будет, залижут раны и дадут возможность Путину набраться сил, чтобы потом дальше пойти вперед. Вот это худший вариант. Ну, надеемся и уверены в том, что этого не произойдет. Я тоже надеюсь в этом, я тоже уверен в этом. Я тоже вас благодарю. Аллах Украину горусун. Аминь. Аминь. И слава Украине. Героям слава. Çok teşekkürler. Çok sağ olunuz. Рамис Юнус был с нами на прямой связи, політолог-міжнародник, екс-голова апарату уряду, екс-керуючий справами парламенту Азербайджану з США. А я с вами не прощаюсь, мы переходим на информационную программу «Заман». Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях на украинском языке, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском. Оставайтесь с АТР, Куршкенч.